Здравствуйте, дорогие зрители! И мы с вами продолжаем, я надеюсь, полезный, серьезный разговор, как достичь счастья. И сейчас мы с вами говорим о том, а что же этому счастью мешает. И это СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Мы с вами остановились на интеллектуальных предпосылках. И, в частности, на логической памяти. И я говорила о том, что важно иметь хорошую логическую память, в отличие от механической памяти. Как же развивать у ребенка логическую память? Во-первых, чтобы ребенок помнил загадки и их отгадки. Очень важно учить ребенка собирать истории из отдельных картинок, в которых есть сюжет. Понимать скрытый смысл сюжетных картинок, объяснять и рассказывать. И буквально следующее, естественно, о чем мы будем говорить, следующая интеллектуальная предпосылка – это развитая, чистая речь. И еще раз напомню, что она должна быть к 3 годам. Слышу часто разговоры. У ребенка задерживается речевое развитие, а ничего, потом заговорит. Да, заговорить-то он заговорит, но как? Еще раз подчеркиваю, что именно чистая, развернутая фразовая речь обеспечит ребенку хороший интеллект и способность осваивать программу массовой школы, а потом и других учебных заведений, а потом и реализовываться в своей профессии. А на сегодняшний день, когда я консультирую детей, я сталкиваюсь с тем, что дети очень плохо говорят, очень плохо выражают свои мысли. А давайте посмотрим, а что же такое речь? Речь – это обмен словами. А что такое слово? Это абстракция, это абстрактный символ, которыми мы, что называется, абстрактно пользуемся. Чем больше запас слов, то есть чем больше речевые возможности, тем больше ассоциативное мышление, как говорят, креативное мышление на сегодняшний день. Как же еще дополнительно к тем советам, о которых я говорила, что нужно с ребенком складывать истории из картинок, побуждать его рассказывать о сюжете в картинках. Еще ученые открыли, что именно занятие на мелкую моторику пальцев рук очень хорошо развивает речь. Почему? Потому что в головном мозге зона речи, это височные области, они, что называется, перекрываются именно зонами, отвечающими за тонкую моторику пальцев рук. И поэтому, когда ребенок занимается лепкой или он что-то собирает, или складывает мозаику, вот эта мелкая моторика очень хорошо стимулирует развитие речи. Также хорошо рисование, допустим, штриховка, ну и другие приемы. Следующая очень важная интеллектуальная предпосылка – это активность личности. А вот активность личности формируется долго. И как ученые вот немецкие говорят, что она формируется до 25 лет. Поэтому немецкие ученые, ну я имею в виду психологи, психиатры, детские специалисты, рекомендуют, чтобы хорошо сформировалась активность личности и именно лобные отделы коры головного мозга, нужно очень следить за режимом дня, чтобы ребенок не бездельничал, чтобы он был организованным. Я думаю, что когда вы выезжали за границу, вы обращали внимание, что детей практически на улице нет. Ну, только, может быть, гуляют мамочки с грудными детьми, а дети организованы. Я стажировалась в Америке, и вот тоже обратила внимание,
как даже организованы именно дети, особенно в дошкольном периоде, в младшем школьном периоде, ну и, соответственно, в старшем школьном периоде. Для чего? А как говорят немецкие ученые, что если лобные доли не созреют и не сформируются, то будет лобная личность. Что это такое? Это человек, который не контролирует свое поведение, который, что называется, полностью подвержен только чувствам желания там, или нежелания, недостаточно целеустремленный или вообще не целеустремленный. Ну а в младшем возрасте видно, как ребенок как бы задерживается в детстве. Ну, у нас же любят, да, списывать. Он еще маленький, он еще не подрос, ничего подобного. Уже к 7 годам ребенок очень хорошо должен осознавать, где он находится, держать дистанцию в общении, не только со сверстниками, но и со старшими. То есть понимать значимость общения человеческого, уже строить планы, развивать перспективное мышление. И, как я говорю, самое важное, а это просто на сегодняшний день, вот это бросается в глаза – формирование тормозов. Ну, это я так придумала со своими маленькими детьми, и я всегда им говорила уже с 3-летнего возраста. А почему с 3-летнего возраста? Потому что считается, что к 3 годам происходит осознание личности. Ребенок уже говорит о себе не в 3-м лице «дайте Вове там карандаш», а он говорит «дайте мне карандаш». И с этого момента у человека начинает формироваться именно активность личности и начинает проявляться его характер, его сущность. Поэтому очень важно помнить, что тормоза надо формировать. Говорят, что темперамент – это черта личности, темперамент – это способ реагирования, наследуется на 100%. Характер – это способ поведения. На 75% наследуется, а на 25% воспитывается. И понимаете, как важно, когда у нас начинает проявляться темперамент, уже формировать тормоза. А это профилактика СДВГ. Важно объяснять ребенку, почему что-то можно, а что-то нельзя. Помните, как у Маяковского в стихотворении «Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо». Я очень благодарна своему отцу, но он был психоневрологом, который крайне редко повышал на меня голос. Ну, а какие-то там наказания, там, тем более телесно, конечно, их не было. И он общался со мной в форме вопросов, добиваясь того, чтобы я сама пришла к выводу. То есть мы анализировали, допустим, поведение. Почему я там так себя вот плохо вела. Не было оскорблений, не было сравнений с другими якобы хорошими детьми, а было именно желание у него добиться понимания у меня причинно-следственной связи. Почему я это сделала? И уже, ну, скажем, в подростковом возрасте мы подошли к тому, что он заставил меня найти определение в философском словаре, разницу между свободой и своеволием. А вот мне кажется, сейчас в воспитании детей совершенно эти темы не раскрываются. И когда даже ко мне приходят взрослые люди на тренинги, и я спрашиваю их, а что такое свобода? А что такое своеволие? Они с трудом, говорят, что первый раз об этом задумались, с трудом, что называется, начинают говорить об этой разнице. Ну, я говорила вам, что в психологии, философии много разных определений на некоторые
общие понятия. Ну вот я вам дарю определение, что такое свобода. Свобода – это осознанная необходимость. Видите? Осознанная необходимость. Понятно, да? Именно поведение, там, действий, решений и так далее. А своеволие – это делаю, что хочу. А делаю, что хочу, обязательно приведет, скажем, к пристрастиям, к асоциальному поведению, к преступности. Почему? Потому что мы не рождаемся с высшими эмоциями. К сожалению, у нас в генетике высшие эмоции, совесть, честь, ответственность, любовь и так далее не закладывается. Мы должны их сами у себя воспитывать с раннего возраста. Я всегда на тренингах или на встречах говорю о том, что почему в религии понятие, что мы греховны, а потому что мы рождаемся грешными. Мы все склонны заповедям, да, христианским, о которых говорят в проповеди: «Не укради», «Не убий», «Не прелюбодействуй». Почему? А потому что мы, еще раз говорю, не наследуем способность к этому. И чем нас отличает, допустим, вор, преступник и нас, людей, которые не воры? Только тем, что благодаря высшим эмоциям и активности личности мы контролируем, то есть у нас есть тормоза, которые нас сдерживают от этих всех библейских, так сказать, нарушений, от этих всех грехов. Поэтому чем раньше, а еще раз говорю, что с 3 лет надо вообще, а еще и раньше, конечно, формировать у ребенка тормоза, то есть контроль над своими поступками и действиями, то есть к осознанному поведению и контролю, тем будет лучше. И тогда человек реализуется и интеллектуально, и как человек, и как личность во всех сферах социальной жизни. Я надеюсь, что информация была интересной и полезной для вас. Поэтому жду обратной связи. Пожалуйста, пишите, какие темы бы вы хотели еще обсудить. И я с удовольствием с вами поделюсь своим опытом. До свидания.